Президент Алан Гаглоев провел рабочую встречу с министром здравоохранения Сусланом Наниевым. Глава Минздрава отчитался о результатах рабочей поездки в Москву, где прошла встреча с заместителем министра здравоохранения России Андреем Плутницким. Был обсужден широкий спектр двусторонних отношений, рассмотрены актуальные вопросы развития системы здравоохранения Южной Осетии. Одним из ключевых результатов переговоров стало решение о поставке ангиографического комплекса в Республиканский многопрофильный медицинский центр. Уважаемый Алан Эдуардович, по вашему поручению в Москве у меня состоялась встреча Минздрава Российской Федерации. Обсуждены вопросы организации оказания медицинской помощи населению Республики Южная Осетия. В частности, вопросы организации оказания некоторых видов медицинской помощи и развития медицинской помощи населению Республики Южная Осетия. А именно, положительно решен вопрос поставки в республику ангиографического комплекса. Алан Гаглоев дал положительную оценку достигнутым договоренностям, подчеркнув, что поставка ангиографического оборудования позволит проводить в республике сложные высокотехнологичные операции, ранее недоступные для местных пациентов. Для нас, конечно, очень важно, потому что очень большой процент заболеваний, последующие направления в Российскую Федерацию, это связано с тем, что у нас нет в сегодняшний день вот такого оборудования. Дорогостоящее современное оборудование позволит врачам проводить диагностику системы кровообращения, оказывать экстренную медпомощь пациентам с острым коронарным синдромом. Положительное решение о поставке ангиографического комплекса на территории Республики Южная Осетия имеет существенное значение, не только клиническое значение, но и политическое значение. Не секрет, что 2/3 пациентов и граждан, являющихся гражданами Республики Южная Осетия, направляются за территорию Республики Южная Осетия, и им необходимо проведение сложной высокотехнологичной операции, которая была недоступна и по сей день недоступна на территории Республики Южная Осетия. Данное решение закрывает эту потребность, и мы в этом смысле выходим в один ряд с развитыми передовыми странами в области сферы отрасли здравоохранения. Минздрав России поддержал и предложение южноосетинской стороны о централизации службы скорой медицинской помощи республики и взаимодействии с территориальным центром медицины катастроф России. Кроме того, выработаны меры по регулированию цен на жизненно необходимые лекарства, ввозимые в Южную Осетию. Также обсужден вопрос о предельных надбавок на жизненно необходимые лекарственные препараты, входящие в данный перечень ввозимых на территорию Российской Федерации. И также обсужден вопрос процесса ввода в эксплуатацию переданного медицинского оборудования в дар Российской Федерации. А это, я хочу напомнить, это 21 наименование и 60 единиц техники. Также, пользуясь случаем от вашего имени, по вашему поручению, я передал слово благодарности президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, первому заместителю администрации президента Российской Федерации Сергею Владимировичу Кириенко, министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Альбертовичу Мурашко и также заместителю министра здравоохранения Плутницкому Андрею Николаевичу. В ходе встречи обсуждался и процесс ввода в эксплуатацию медицинского оборудования, переданного в дар Российской Федерации Южной Осетии. На данный момент оборудование практически полностью введено в строй, за исключением 10 единиц техники. Они не введены в строй, так как мы ожидаем по гарантийному случаю, ожидаем ввод в эксплуатацию специалистов, поставщиков. Все остальное, медицинская техника и оборудование введены в эксплуатацию. Алан Гаглоев поинтересовался состоянием здоровья участника специальной военной операции командира батальона «Сармат» Владимира Наниева, получившего тяжелые ранения в зоне специальной военной операции. Знаю, что вы и этот вопрос там держали на контроле. Какая у нас информация? На данный момент он находится в медицинской организации Федерального медико-биологического агентства, расположенной в городе Ростов-на-Дону. Все медицинские манипуляции и вмешательства ему проведены. И на данный момент он проходит реабилитацию, восстановление с дальнейшим маршрутизацией реабилитации в центральной организации Российской Федерации. Зарина Кочиева, Айда Кочиева, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня.